Мы остановились на конфликте, который, ну, так метафорично выражается, будем мы одевать или раздевать студентов. Вот, в смысле знаниями. Ну, по-моему, это все. Очень краткое содержание. Ну, потому что тут еще наметили какую-то дидактика-матетика такую, как это ось. Ну, я не уверен, что мы это были так уж серьезно. Да, и была зона ближайшего развития была положена как ну, идея, запускающая игру. Ну, в смысле, чтобы люди включились в проектирование. Зона ближайшего развития чья? Ну, так. Ну, при этом, по-моему, в антропологической перспективе или... Ну, да, скорее. А не личной? Или все-таки личной? Я вот... А в антропологической не личной это как? Ну, в смысле, как бы в целом, как типа сферический там мастер игры в вакууме, или типа моя личная. Ну, мы там обсуждали, что ты говоришь, вот... Да, я говорила, что как бы проектировать свою собственную траекторию, ну, то есть это глупо в группах, ну, вот. Поэтому сферического вакуума. Ну, в общем, конечно, да, все понятно. Я вспомнила, что, в общем, мы там долго припирались. Припирались мы по основному процессу, да? Чем бы нам там заняться. Вот. По-моему, все препирательство закончилось, я плохо помню, что происходило во время препирательства, но закончилось все тем, что я сказала, что я себе представляю, что там нужно было бы... Там было два момента. Первое, это мое представление о наших противоположностях с Павлом. То есть, когда он пишет там, в текстах, да, то есть у него игра это, типа, игровые элементы в образовании. Ну вот, да, куда можно вставить, как это можно развить там, и так далее. У меня же, игра это скорее там общая антология и там представление о человеке. Ну, то есть и в этом смысле там все образование там рассматривается в контексте игры и так далее. Ну, то есть это вот некоторые такие противоположности, которые, были зафиксированы, противоположности, которые были зафиксированы, а потом я обсуждала то, что, мне казалось важным для запуска игры, закинуть в коллектив игры несколько оппозиций, которые связаны, скорее с представлением об образовании, о магистре игры и так далее. Этих несколько оппозиций, я их уже сама всех не очень помню, но Роскевич зацепился за одну. Она состояла в знании, да, как содержание образования, и незнание, да, и Игнатий Лоёва духовное упражнение. Ну, то есть принцип получения знаний или некий иной принцип самосовершенствования, работы с собой там, и так далее. Роскевич зацепился и перевел это в получение знаний или освобождение от всего, то есть довешивание нужного или освобождение от ненужного, как две противоположности. Собственно, на этом мы, наверное, закончили, решив, что на этой противоположности мы построим вход в игру. Да? То есть деление на два, собственно, кластера. Всех, кто за одну команду или за другую команду. Все-таки ЗБР мы положили тоже как некое... Это то по отношению к чему? ЗБР у нас появлялось из нескольких источников. Первое, это по поводу предпирательства в рабочем процессе. И, мы с Таней спорили по этому поводу. Я говорил, что проектирование. Но что Татьяна сомневалась в том, что тут проектировать. Мы заговорили про базовую схему проектирования, это шаг развития, да, схема шага развития. И про Выгодского
и, соответственно, смысл детской игры. Вот. И второй про ЗБР, этот самый кусок был как раз про то, что те, кто записывается в эту школу магистров игры, они как бы играют в себя как магистров игры, да, проигрывают на том уровне знаний, который у них есть. Соответственно, зона ближайшего развития каждый раз приоткрывает этого будущего магистра игры. Ну и в конце все свелось к тому, что я сегодня сделаю предложение по проекту. Кому? А? Кому? Ну, кому я могу сделать предложение? Тем, кто есть. Водолажской, которая будет отпираться, естественно, сразу. Я против. Наша ты баба Яга. Вот. Ну а с этой самой игрой, с Антоном, который стоял в дверях задумчивый и не мог сделать шаг, значит, мы вышли на 2 кластера в проекте игры. То есть те, кто предлагает слушателям новым чего-то дать, и те, кто предлагают им от чего-то отказаться, чего-то отнять. Я назвал эти кластеры катафатический кластер и апофатический. Это правильно. Но не перепутайте. Это фолк с чем-то там. С орхидеей. Кто еще там отнять хотел? Я хотел отнять, Да не дали. представляя, что ты хочешь им дать чего-то. А, Ну, в смысле, это самое, анализируя, не анализируя так, посматривая на ваши мотиваторы, которые для вашей школы, вы предлагаете слушателям. не, это не мотиватор. Это на Почему? прошлом семинаре было это письмо, мы разбирали. А потом это в конце мы прочитали письмо Павла. Ну, мотиватор изначально. Не, письма тогда это вообще отдельная песня. Вот. Короче, в катафатическом и апофатическом кластерах я предлагаю выделять по 2 группы. Идею групп откинула Водолажская. Эти группы одинаковые. Боюсь названия этих групп. А можете вот эти первые 2, это кто где? Это В и- смысле? ну, Апо отрицательная, ката. Апофатическое богословие – это негативная теология, и позитивная – это катафатическая. Ну, название, то есть мы эти кластеры обсудили так или иначе, а название я уже вспомнил просто потому, что у меня лежит незаконченная статья «Апофатическая политология». Поэтому Пригодилось. всё пошло в ход. Вот. А значит, группы, то, что Таня предлагала, ну, во-первых, это ее было предложение, что группы должны быть посвящены индивидуальному как бы, человеку одному и университету или вместе. Зачем нам быть вместе, да? Ладно, что за группа? Ну ладно, да. Я просто- Поэтому Давайте группы... без рассылок, а просто Хорошо. Значит, катафатический кластер состоит из 2 групп. Первая группа – человеческие качества, с отсылкой к печени, соответственно. А вторая – это группа взаимодействия и коммуникации. Ну, соответственно, в апофатическом кластере те же самые группы. Так, 4 группы. Дальше. Игра начинается вечером в пятницу с установочного доклада. В установочном докладе я думал как раз обозначить схемы, зону ближайшего развития, те категориальные оппозиции, которые Таня говорила, и так далее. И к концу игры, то есть в воскресенье, да, в пятницу она начинается с установочного доклада, а к концу игры в воскресенье каждый из записавшихся в школу какую-то магистров игры должен сделать доклад или подготовить речь длиной в 5 минут по теме.
образ жизни и образ действия в летучем университете. Причем этот доклад или эта речь делается от своего имени и с собой в главной роли. А для того, чтобы выйти на содержание такого доклада, слушатель должен так или иначе поучаствовать в обсуждении, в неком ознакомлении с старшими товарищами и параллельными товарищами об устройстве летучего университета. Но чтобы выйти на обсуждение летучего университета и разобрать устройство летучего университета, в котором он сможет спроектировать свой образ жизни и образ действия, нужно, чтобы к этой теме мы подошли через тему следующую. Летучий университет – это место бегства и изоляции от мира, в скобочках, монастырь, Касталия, хоспис. Хоспис для людей с ограниченными умственными возможностями. Которым недолго осталось. Да. Или проектный центр по переустановлению отношений мира и человека, в скобочках клуб Рюденов или Колхон, что-то вроде этого. До последнего дня тема, да? Нет. Тем более, я сейчас иду от обратного. Я сказал про образ жизни и действия человека в летучем университете. Я сейчас нарисую это. Зачем нарисуешь? Бумаги нет. Вопрос не похож. Я не совсем понял, что должно мотивировать участников, готовя в финале 5-минутное выступление. Ну, то есть, фактически, то, что обычно у нас называется рефлексией там, в конце игр. Не обязательно, это обязательно. Что его вообще должно мотивировать, как-то принимать участие в групповой работе. Выступление индивидуальное, в общем-то, посвящено мне любимому в университете. И, собственно говоря, я могу тиражировать только то, что, в общем-то, там подчеркнул из слухов по летучий университет, или же каким-то образом нахватался по верхам. В общем, меня это не должно стимулировать на групповую работу. Никак. Как мне кажется. Хорошо, давай подвесим этот вопрос, да? И начнем с него, когда я закончу. Вначале у нас 4 группы. Да. Человеческие качества, взаимодействие, коммуникация, да, еще человеческие качества, взаимодействие, коммуникация. Сейчас комитет. И временный.
ВК. Чего вы там дальше говорили? Это научный доклад. Нет, он перед этим. Ну, срочно доклада. С оппозицией. Чего вы там говорили оппозицию? Над чем нужно поработать? Личное. По-моему, в обратную сторону было раскрутка. Или Да, Да, через это было вверх. в обратную сторону. 5-й номер. Это образ жизни и образ действия человека в летучем это университете. речь. Ну да, речь. Ну, а Но перед это, этим? это 5-я тема работы в группах. Почему топ? Тут. Ладно. Это программа. К этой теме мы выходим через 4-ю тему. Тема устройства летучего университета. Или школ игры. Магистр игры. 3-я тема. Университет. Это место бегства и изоляции от мира. В скобочках монастырь поставили хоспис. Или проектный центр переустройства отношений мира и человека. Соответственно, 2-я тема, к которой мы как бы переходим к этому летучему университету, как тому или другому, это мир для человека или человек для мира. То есть, как бы адаптирующийся человек к незыблемому и оправданному своим существованием миру, или человек, меняющий что-то в этом мире, человек, строящий планы, проекты, программы не только для себя, но и для мира. Ну и 1-я тема, соответственно, мир и человек. Двоеточие, герои нашего времени или лишние люди. Ну вот теперь мы собираемся, заслушиваем установочный доклад, разбиваемся по 4 группам. В группы попадают и слушатели, и преподаватели, и спутники летучего университета, и выпускники прошлых лет, там, и так далее, кого мы туда зовем. Да? И они, как бы разбившись по группам, с учетом и отношением к установочному докладу, начинают обсуждать тему за темой, готовя групповые доклады. Не более 10 минут, но доклады от групп. Да, по 4 темам, соответственно. 1, 2, 3, 4. А вот на последнем такте игры групповая работа должна привести к индивидуальным докладам слушателей, потенциальных слушателей наших школ магистров игры, в которых они выступают от своего имени, а не от групповой работы, и с собой в главной роли. Вот такая штука. Понятно, что Только слушатели будут выступать, да? на последнем, да, только слушатели. На предшествующих, то есть вот по каждой теме короткое пленарное заседание, там могут выступать от группы, ну, любой. А на последнем, да. То есть нам получается такая... Выпускной экзамен. Да, слушатели центричные. Скажите, как вы видите специфику каждой из групп, ну, на примере хотя бы какой-нибудь системы? Вот как первый ЧК должен от второй ЧК отличаться? Ну, они задаются вот этим катафатическим или апофатическим кластером, как бы, да. Ну, вы можете это написать на доске, но большинство не поймет, что эти слова вообще означают. А во-вторых... А зачем установочный доклад? Для того, чтобы его проспать. Но вопрос-то не в этом. Вопрос в том, чтобы как бы, люди понимали вообще, из какой они перспективы действуют.
Вот в данном случае я вижу только формальную рамку. Что-то кому-то предлагается взять или что-то кому-то предлагается отдать. Но я не понимаю, как это на практике должно реализовываться. Вот я, допустим, пошел условно в катафатический кластер человеческих качеств. И что я там? С какой позиции я там выступаю? Не, ну тут, мне кажется, Да, два вопроса, да. Как бы, с одной стороны, как сделать вот эти вот слова там, да, и номинации рабочими, а с другой стороны, как... Какие позиции они задают, да, мне интересно. что содержательно там они... Значит, это, если из катафатического кластера в группе человеческие качества задается образец, прототип, эталон магистра игры. Каким он должен? Каким он является. Мгм. И во второй группе другой образец этого. Соответственно, у второго Кем он не является? магического, Нет, да, ну, кем чего он не чего является, нет, ну, чего нет, чем он не обладает, какими, Чем он не является? да, чем он не является. Мгм. И как они И как это, да. позиция первую тему. Может, Как-то не первая влияет вообще, на очень тему, мало понятно. на восприятие темы. В смысле, прямо сейчас хотите Я хочу понять логику, ну, если предлагается такая логика, да, то вот если еще две ниже, ну, то есть вот от конца, я себе представляю, ну, то есть я представляю, там можно выйти на последний доклад, ну, обсудив образ жизни, образ действия, обсудив, ну, собственно, пространство университета, как то, где это может разворачиваться. Ну, даже предыдущие два это скорее просто дилеммы, а первые, ну, дилеммы, которые там, ну, не знаю, задают в общем, в целом, там, какое-то видение, да. То первую я просто не очень понимаю. Поэтому... первую тему? Первую тему, да, то есть я не понимаю ее... Ну, такая же дилемма, как вторая и третья. Подождите, ну да, тогда давайте, может, проясним сначала вот этот вопрос, а потом перейдем к тому вопросу, который Павел ставит про вот, что люди могут обсуждать. Ну вот я бы начал, да, разговаривать про это с вопроса Павла про мотивацию, да. Скажите, а вы не можете объяснить, какого хрена вообще люди записались? Да где-то в пределах 30-40 человек записались к нам в школу магистров игры. Вы можете себе представить нормальную, прагматичную мотивацию этих людей? Ну, сейчас спросим, что я здесь записавшийся. Кто это? Записавшийся. Вот еще не будем мы спрашивать у Ивана, потому что вы можете себе представить ужас, да, что пришли 40 Иванов. Да. 40 Иванов, Это ужас. Я представляю себе, что ни один из пришедших на Ивана не похож. Даже коллега, Что даже, в общем, тоже страшно. даже коллега Ивана по первой школе игротехников в рамках летучего университета Чуров Роман Тоже пришел. совершенно не похож на Ивана. Я вообще, вот если Ивана я еще представляю худо-бедно себе, но я с ним время от времени встречаюсь и разговариваю, то какого хрена Чуров прется? Но я спросил вас, попросил вас объяснить мне мотивацию этих людей. Потому что если вы не можете ее объяснить, я вам скажу. Конечно, у каждого своя. Я так и думаю, что у каждого своя. Я думаю, что она так или иначе связана с катафалком и пофигизмом. Потому что эти люди либо имеют, ну скажем так, недостаток, либо завышенное представление о себе, о своих возможностях, которые не могут предъявить миру, и в этом смысле, ну скажем так, являются шизиками, параноиками, и ищут в этом мире места для проявления вот этой самой мании величия. Это герои нашего времени, да, такие, как, мнящиеся героями нашего времени.
которые знают, что этот мир в принципе является для них хорошей средой обитания, да? Но там им нужно просто вот как-то научиться проявлять свои лучшие качества в этом мире, чтобы стать его полноценными хозяевами. И другая куча людей, которые так или иначе могут быть записаны в лишние люди, которые не питают относительно себя там каких-то иллюзий, как там о героях, преобразователях и так далее, но понимают, что они чужие в этом мире, на этом празднике торжества мультикультурности и ЛГБТшной толерантности. Вот. Ну, я образно говорю, да, в этом смысле, как бы это сказать, есть люди, которые хорошо адаптированы к этому миру, но нуждаются в неком совершенствовании, там, оттачивании там, и так далее, для того, чтобы занять достойное их место в этом мире. Или там, Это да. понятно, но то, что вы называете, это не тема для обсуждения, это скорее, ну, как бы... Ну, Я сейчас говорю про мотивацию, как я представляю себе мотивацию людей, которые записались к нам в школу магистров игры. Ну, допустим. Подали заявки. Подали заявки. Да? Но все они подали заявки, если я прав в этой мотивации. Да? Кто-то написал мотивационные письма, кто-то не написал и так далее. Но вот то, что я рассказал про их мотивацию, это их тайная мысль, задняя мысль. Рассказывают они об этом как-то иначе. Да? Поэтому первая же тема должна актуализовать тайные желания, тайные скрытые мотивы. Или, по крайней мере, предъявить им то, что летучий университет ждет и готов принять их такими, какие они есть. Брать знает эти. Да. Хорошо, и А для того, чтобы это сделать, да, нам нужно не просвечивать их рентгеном, не выворачивать их наизнанку через исповедь там, и так далее. Нужно просто предложить им тему для обсуждения, в которой такого рода вещи просто выпрут. хорошо. Я пока не понимаю только, как должна проявиться специфика группы. Ну, пока мне это напоминает, как вы должны подумать на интересную важную тему, а еще не забывайте, что вы должны думать про Северный полюс. Вот смотри, то, с чем эта игра, вот эта игра, мы уже говорили, она упрощенная. Да? Мы не можем развернуть полноценную там, деятельностную игру. Но это еще полбеды, что мы не можем. На самом деле мы не хотим. Нам не нужна вот деятельностная игра как таковая, потому что если мы делаем школу магистров игры, то нам не годится уже не по изменившемуся миру, там ряд деятельностных категорий, на которых базируется традиционная схема деятельностной игры. Да? Нам не годятся вообще деятельностные позиции. Это должны быть какие-то игровые. Поэтому приходится переосмыслять самоопределение, приходится переосмыслять, ну скажем, онтологемы, деятельностные, ну, или активные схемы. И мы еще не обсудили или не рассказали про один кусочек прошлого семинара, на котором мы попытались изобразить позиции, которые будут представлены на этой игре, ну или как бы сейчас в этом сезоне летучего университета вообще, и отказались от всех ракурсов представления этих позиций. То есть они нам все не нравятся. И тогда, что мы имеем, что у нас осталось от этого всего? У нас остался человек и место. У нас есть летучий университет или школа магистров Вуду, да, и вольно определяющийся
находится слушатель или не обязательно слушатель. И вот мы встречаем или организуем встречу человека, с одной стороны, и места, да, и поскольку этих людей некое множество, то мы в этом месте имеем определенного рода толпу людей, которые как бы здесь не одиноки, а вот они пришли и как-то чем-то все характеризуют это место, и это место накладывает отпечаток на их взаимодействие, оно принуждает их к определенному роду взаимодействия. Ну и, соответственно, темы, да, вот эти вот человеческие качества, это рамка, через которую, через индивидуальность, да, человека там, и так далее, они обсуждают тему за темой. И вторая рамка – это обсуждение характеристик этого места. Характеристики взаимодействия людей здесь и коммуникации в этом месте, где они все собрались. Соответственно, через призму этой рамки, как бы, и они обсуждают одну и ту же тему. При этом, как бы, тема должна звучать от начала, да, достаточно широко. То есть, если человек переходит из одного места в мире в другое место в мире, да, то есть вот от, не знаю, своей работы, или как тот Роман Чвыров, да, от своего бизнеса и гештальт-терапии, или вообще психотерапии, он в очередной раз подается в летучий университет чему-то там учиться. То есть меняет шило на мыло или одно место на другое. И нужно актуализовать вот этот его переход, вот эту вот динамику, которая в нем происходит через обсуждение и мира, и человека, и, соответственно, взаимоотношений человека с этим. Вот как-то так. То есть первая эта рамка – это позиция человеческих качеств, вторая рамка – вот эта позиция ВК. Взаимодействие этих людей с разными человеческими качествами. Угу. Собственно, что такое летучий университет? Даже как, если представить себе, что он не настолько летучий, что это место особое. Это способ взаимодействия разных людей, которые сюда пришли. Или, там, как Татьяна, вот, в очередной раз напомнив эту максимум, которую мы заимствовали у Никитина, да? Собственно, если мы приходим в летучий университет, мы можем себя спрашивать, а зачем нам летучий университет? Мне лично тогда, как бы, я про свои запросы думаю, да, про свои потребности. А с другой стороны, если я туда прихожу, то зачем мы, пришедшие туда, друг другу? Вот и все. Очень упрощенные такие экзистенциальные тематизмы я задаю для этой игры. Мне кажется, тут еще вот мир присутствует как некая даже оппозиция, как своеобразное отстраивание от мира. То есть есть мир, есть я, как бы есть летучий. Ну, получается, вот такая. Нет. Но зачем это введен вот в первых двух? Есть я и мир. Да? Этот мир большой, для кого-то уютный, для кого-то неуютный, но он разнообразный. Я ищу себе место в этом мире, я ищу себя в этом мире. Да? Место в этом мире – это локализация этого мира. Мир весь слишком большой, чтобы быть доступным мне, чтобы я его мог обжить. Да? Поэтому я в этом мире вырезаю некое локальное пространство для себя. Либо нахожу его случайно, либо создаю его себе. Да? И я ищу себя в этом мире. Каков бы ни был мир, есть еще я. И это как противоположные вещи.
я себя узнаю, опознаю, формирую и нахожу через вот это вот отсвечивание, рефлексию этого мира в себе. Поэтому есть люди, которые устанавливают одни отношения с миром, есть люди, которые другие. Есть люди, для которых мир уютен, удобен и принимают их с распростертыми объятиями и целями. Есть люди, которые считают себя лишними в этом мире, или мир считает их лишними. Это как два полюса. И, в общем-то, думаю, что те, кто приходит в летучий университет, в идеале, да, они не находятся посередке между этими полюсами, а они, как бегунок, мечутся между этими двумя полюсами, не имея возможности пока найти себе эти вещи. Потому что те, кто нашли свою траекторию в этом мире, они не придут в летучий университет. Ну, просто я говорю со своей позиции, которая вот уже с летучим знаком. И вот я помню все вот эти вот, как первые университеты, как такое, скорее, сообщество, как способность, как возможность выгородиться от внешнего мира, таким вот людям, которые мечутся, то ли герои, то ли... Вот университет для них такой домик, в котором они, собственно, прячутся, там как-то... Утратил полное понимание того, что он делает. Мы сейчас обсуждаем саму концепцию игры. Да, я сейчас просто уточняющий вопрос задал, пошло, наверное... Если они выбирают домик, если они выбирают университет как домик, то как раз они, Володя обозначил эту позицию, что это спрятались, это как катафалк или как. Не обязательно спрятались, вы оппозиции на выбор. Но вопрос в том, что лично мне кажется, такая концепция игры, она слишком психоаналитична. То есть вы заставляете, по сути, пришедших людей копаться в своих мотивациях, копаться в себе, копаться в том, чем бы они хотели заниматься. По сути, да, предлагаю такое... Я предлагаю вам пойти в другую группу, не копаться в себе, а обсуждать, как мы можем взаимодействовать и коммуницировать. А оно в любом случае, и та, и другая группа будут копаться в себе. Почему? Тогда не я их заставляю. Объясняю, потому что смотрите, как предложена тема для обсуждения. В первом случае им предлагается думать, неважно из какой рамки, о том, герои они или лишние люди сейчас. Вторая позиция, им надо адаптироваться или изменять. Третья позиция, им надо бежать или проектировать. Это все элементы самокопания и соответствующих позиционирований. Почему? А что это такое? Это рамки самоопределения. Я не знаю, как это... Сознательного участия в школах магистров игры. Может быть, я так это и понимаю как раз. То есть первая тема, может просто, если уявить не конкретные формулировки, которые, наверное, могут меняться по сути. Мне кажется, что то, что сейчас формулировано, это дилеммы, а тему нужно формулировать по-другому. То есть, чтобы, может быть. Дилемма проявлялась, когда будет обсуждение. Как вы объясняете, пока, я в первой теме, то есть это самоопределенческая вещь. Герои, лишние люди, то есть обозначение каких-то позиций, через которые человек может произвести самоидентификацию, потом вступая уже в обсуждение следующей темы, а что делать, в этих адаптироваться, еще чего-то с этим миром делать и так далее. Дальше уже с третьей темы начинается вход только в проектирование. До этого нету. И проектировать университет предполагается не копаться в том, что есть университет, а в каком виде его проектировать. Как то, что создает место уютной жизни, гедонизма и прочего наслаждения, или чего-нибудь еще, или как то, что влияет на мир. Дальше уже конкретное шаг. Почему вы считаете это самокопанием и... Нету самокопания, там никакого самокопания. Как же нету? Первая позиция самоопределенческая – это явное самокопание.
Подождите, Да. его сконструировать сначала надо. Чтобы копаться как бы этими инструментами в себе, как бы нужно еще сконструировать там героя, лишнего человека, как бы мир и взаимодействие с этим Владимир человеком. утверждает, что конструировать не надо, он глубоко уже сидит, и его только остается достать. Нет, ну Ничего вот он так не я не думает. собираюсь ничего доставать. Нужно предложить достаточно культурно насыщенные, парадигмальные темы для того, чтобы люди начали их обсуждать. Обсуждают тему, а не ковыряются в себе. При всем при том, что мотивацией людей, которые сюда пришли, является это самое самокопание и поиск. Но мы не на психотерапевтическом мероприятии. Нам слушать эту всю белиберду не надо. Надо, чтобы люди со своими, с горящей, там, не знаю, болящей душой начали обсуждать отвлеченные темы. Отвлеченных тем я не вижу. Они все темы деятельности. Деятельность или самокопательная? Ну, самокопание это и есть именно деятельность. Ну, Павел, а знаю. как Нет. альтернативно вы бы Нет. первую эту тему назвали? Чтобы избавиться от... Альтернативные варианты я уже предлагал, и сейчас не буду повторяться. То есть, мне кажется, было бы, наверное, людям, пришедшим вновь, впервые, да, пришедшим в университет игры, на школы игры, где им будут, собственно говоря, предлагать вот эту самую магистратуру игры, что им было бы интересно разбираться с игрой, по большому счету, с темой игры, а не с темами героев нашего времени или с тем, что им бежать или там, драться, адаптироваться или изменять. А это, в общем-то, их возвращает скорее, наоборот, к наболевшим проблемам их существования, и, в общем-то, это не игровые мотивы. Ну, так Павел, что, у есть нас две с большие тобой разницы. вообще, Обсуждать игру или да, играть. или играть. У нас с тобой вообще какая-то фундаментальная, парадигмальная разница есть, да? Вероятно. Я считаю, что обсуждение игры после столетней истории этого обсуждения является само по себе игрой в бирюльки, то есть глупостью. Да? Надо не обсуждать игру, а играть. И рефлектировать себя играющего. Вот в это, я говорю, люди наивные, без возможности организовать полноценную личностную игру, могут сыграть. А если мы поставим туда игру как тему обсуждения, это будет Что, в это нельзя играть? семинар. Нет, конечно. Нет. Нет. Нельзя, скажем, как вот это же давняя проблема интроспекции, да? Как только вы задумались о своей любви, вы перестали любить. Как только вы подвергли анализу свое чувство исчезло. Можно разыгрывать, опять же, как это делают все дети, да, в процессе играния, они продумывают, как дальше играть, да, они придумывают новые правила. Именно. Но Да, они же не да. обсуждают, Именно. Я не же это и обсуждают предлагаю. теорию игры в этом месте. А я не предлагал там нигде обсуждать теорию игры. Ну, так Я вот. не предлагал там ставить вопрос теоретически, что такое игра, как в нее играться или что-то в этом роде. Те предложения, что я делал, это были скорее попытаться разобраться, с какими возможными игровыми формами вообще можно работать. Я не знаю, что мы обсуждали на прошлом семинаре. Ты был на прошлом семинаре? Нет. Четверг я не был. Так вот, письмо, которое ты тоже получал. Я это письмо получал. И просто исходя из того, что я понял про Павла, или Павел еще опоздал, ты вначале вводил как раз различия между тобой и Павлом. Я понимал, что как бы базовое различие лежит в том, что Павел предлагает обсуждать игру как форму как бы, содержания образования в университете, которое называется, а ты предлагаешь обсуждать, Запустить игру. ну не как бы ты предлагаешь строить это на антропологическом принципе, вот этой антропологической перспективе человека играющего. И это Мацкевич запихал в две группы.
Одна про человеческие качества, магистр люди, это там и так далее, лишнее и нужное. А вторая это университет как пространство, в котором реализуется вот эта игра в виде там образования и чего-то там еще. И он запихнул это в две группы, учет как бы ваши базовые различия. Поставил ее вообще сквозными через всю игру. Так как кластеры, да. как два кластера. И то, что называют взаимодействием коммуникации, вы можете назвать как бы игра как форма и содержание образования в университете. Либо это можно ввести в установочном докладе. А дальше как бы предлагаются как бы темы, которые обсуждаются через эти две рамки. Вот я так себе вообразил. Я, может быть, неправильно вообразил, но мне показалась идея в этом. Было сказано, что мы уходим от концепции деятельностной игры, если я правильно понял. Ну, так она ни хрена не деятельностная. Нет деятельностных позиций. Нет деятельностных позиций, как бы... Ну, как же предлагается формулировать по ходу тем. Так они не деятельностные. Да, это ж... Что за деятельность герой? Герой это не деятельность, это, вы сами сказали, позиционирование. Ну, Самоопределение. какая деятельность реализуется из позиции герой? Героическое. Да, А из позиции лишнего человека. Спасение. А из лишнего человека Лишнее. какая деятельность? Деятельность. Не, ну я понимала как бы смысл запускающей игры в том, чтобы к концу игры да, все участники, там, слушатели и неслушатели, каким-то образом представили себе свой путь, не представили там в подробностях и потом пошли его исполнять в смысле как проект, да, а там свое место и свое представление о том, что они будут делать все это время в связи с кучей всяких дилемм и вводных, которые будут введены. То есть, грубо говоря, в конце, да, должно произойти самоопределение. Правда, я думаю, что это будет не лишнее не только слушателям, но, честно говоря, и нам всем вместе взятым. Потому что, собственно... По отдельности. Потому что, собственно, дальше, несмотря на наличие планов, мы все равно эти школы будем выстраивать, так, как они будут выстраиваться. В смысле, разыгрывать эти школы. Поэтому, С точки зрения Павла, я когда смотрю, я вижу тогда, становясь на его позиции, его задача, как организовать форму и содержание игрового обучения так, чтобы получались твои вот эти магистры игры. Слушайте, а вот если То есть в чем они будут самоопределяться? Я просто к чему вообще затеял весь этот спор насчет концепции. Вот вспоминая, допустим, свое участие, наверное, в одной из первых игр, где этот университет только замысливался, я помню, что, в общем, на выходе из игры тогда получалась возможность, скажем так, подключиться к деятельности, которую я, в том числе частично, уже на себя прибросил во время этой игры. То есть у меня была возможность в том игровом режиме заразиться некой совместной деятельностью, совместным проектом, который можно реализовывать. Я не вижу пока, какого рода совместным проектом можно заразить людей вот через такого типа игры. То есть покопаться в себе, да, можно. Там задуматься над тем, что им дальше делать, в принципе, тоже, наверное, можно. Вот на что-то совместное я пока не вижу, как это будет. У меня представление о том, что наша ситуация сейчас сильно отличается от, допустим, начала университетских игр тем, что вот сейчас про школу, да, у нас есть уже обозначенные места, 4, неважно, одна, да, школа, с даже неким рамочным примерным представлением о том, что там будет происходить. У нас там программы более или менее полные, да, то есть, и даже с людьми, которые туда уже пришли, начиная от этих преподавателей, заканчивая этим самым, студентами. Там, заметьте, все половинчато, потому что школы-то мы знаем, как делать, но на ходу мы ввели, что это школа игры,
А вот как они должны быть школами, Да. мы еще не знаем. Но при этом у нас уже как-то люди набраны, преподаватели привлечены. Ну, Да. там некий состав. Кони пьяных, Кони пьяных, хлопцы запряженные, а, собственно говоря, представлений, как это разыграть, нету. Ну, и поэтому у меня была идея, что нам нужно выдернуть со всеми знаниями про то, что это самое, выдернуть отсюда людей и запустить процессы не обсуждения самих школ, потому что пока они не начнутся, то есть это глупо вот сейчас там перепроектировать школу, потому что оснований на это никаких нету. А выдернуть сюда этих людей и обсудить с ними какие-то такие подставовые вещи, этого движения, там, да, причем не обязательно самокопание, а вот неких там перспектив и представлений о том, как вообще, куда это образование должно нас двигать, например, да, куда мы вообще там вместе и по отдельности двигаемся. И поэтому у меня были предложения про дилеммы, да, такие крупные дилеммы, которые не в смысле одна плохая, другая хорошая, а эти самые. И чтобы потом, вернувшись с этими вопросами и поварившись между собой, мы уже имели между собой всякие связи и отношения. У меня была похожая идея, по сути. Просто у нас разные темы мы предлагаем. Так возможно, да. Хорошо, а какая у вас была идея? Похоже. У тебя была идея похожая? Как я вот сейчас вижу по словам Татьяны, да, то есть забросить в контекст обсуждения, прежде всего, то, что будет происходить на этих школах, как там процессы, не сам формат школы, Да. не то, как это будет там организовано с точки зрения организационного и там деятельностного. А смысл этого всего? Да, а вот контекст, как вообще там будет образование вертеться, да, то есть почему она игра, и школа игры, допустим, да, вот. У нас с вами разные... У нас разные нюансы, да? Разный заход, да, то есть я не хочу обсуждать, мне кажется, это бессмысленно, сейчас обсуждать, как будет там строиться образование, даже не конкретно, а абстрактно. То есть у меня были, я нашла свою бумажку с дилеммами, да, связанные с, самоопределением и так по большому счету образованием, да, и там были дилеммы, духовные упражнения, знания, как разные типы вообще движения. Понятно, духовное упражнение или знание. Да, в смысле, вот на что нам нужно напирать, например, да, на знания или на духовные упражнения. Как альтернатива, понятно, что это самое. Причем Таня, опять же, духовные упражнения отсылается к Игнатию Лойоле, то есть никакой психологии, психоанализа и всякой... Специализация, универсализация, то есть это человек вглубь или это человек шире, да. Это там башня или политика, в смысле башня слоновой кости и политика, в Москве это в другой вылилось там, да, дальше там Беларусь и мир, и индивидуальный путь, и групповой путь. В смысле, мы там группой куда-то движемся. Я не знаю, наверное, можно еще какие-то дилеммы предложить, но это, собственно, то, что, задает, представление о движении для меня. И, мне кажется, что это возможно обсуждать. То есть, и это то, что задевает. Но еще мне не нравится вот это обсуждать, вообще. Павел, ты же будешь в этой игре? Будешь в ней участвовать? Я не собирался. В какой группе, например, ты мог бы участвовать, если мы ничего не поменяем по ходу? И что ты будешь делать с людьми, которые придут к тебе в группу? Что-то буду делать по ходу. Что-то, нет, что-то будешь делать, понимаешь? Я все время слышу, и это целиком вызывает у меня протест методологический и деятельностный, да? Что я буду что-то обсуждать, я буду об этом говорить. Что ты делать будешь? И что мы вообще делаем этой игрой? Мы что делаем? Я сейчас не обсуждаю многие вещи. Я знаю, что эта игра – это запуск людей в 2,5-годичный процесс. Да. Они должны туда войти.
Я по это говорю. И мы должны их туда либо подтолкнуть, либо протянуть ему руку, втащить. И это наше дело. Консолидировать и мотивировать, я думаю. А не то, что... А? Я думал, что мы должны Нет. консолидировать и мотивировать. Нет. А что? Они уже мотивированы, они зачем-то пришли. Ну, мало ли зачем они пришли. Но подожди, так они уже мотивированы, зачем тебе перемотивировать их? Нет, ну не зачем. Правильная мотивация была. Они мотивированы, их мотив всегда привел. Прими их и как ты. Ты такой и такой, я другой. И вот они попадают в наше сообщество. Они могут себя здесь найти. Ну, наша задача, себя для них и их для себя сделать своими на 2,5 года. Это то, что мы должны делать. А что мы при этом будем обсуждать? Да что хотите, то и обсуждайте. Главное, делайте вот это. Но не делайте того, что и так уже есть. Мотивировать надо было до того. Вот они сюда пришли. Да, Павел, да мотивировала. Ну, конечно, это нормально, да? Вот сейчас они мотивированные пришли. А куда они пришли? Хорошо Ивану, да, он знает, куда пришел, потому что он отсюда не вылезает. А остальные, половина записавшихся на нашу школу, Иван им расскажет. кто-то им должен рассказать. Это расскажет им Иван, если они попадут в группу Ивану. Им расскажет это Павел, если они попадут в группу к Павлу. Потому что в группу к Павлу попадут и наши, и Бабковские, и Дерновичевские, неизвестно кто. Тут как бы не растерять своих, которые записались. А вот Я не знаю, поэтому... как у других, у меня из записавшихся только, по-моему, второй или четвертый человек, кто вообще знает о летучем университете. Вот тем более. Вот тем более. Ну, на то и работал, чтобы это был почти что новый состав. Но 10 минус и плюс. И вот они пришли. Ну давайте хотя бы представимся друг другу. Я понимаю, режим открытости диалога. Через оппозицию, да? Нет, через то, что мы можем. Через то, что мы можем. Мы можем. Если мы можем играть, мы начинаем с ними играть. Кто не умеет играть, будет пиздеть. Понятное дело, как бы. Но это тоже мы. Мы такие вот, да. Давайте так и сделать. Этих самых на букву П. Арбитры. А я еще ем. Чего ты боишься? Они сами И потом спать. распределятся. Может, у меня будет группа, которая спать будет. Можно, они будут спать и так. Группы, понимаете, какая штука? Вот поскольку это не оргдеятельностная игра, да? Да, какая? группы не оргдеятельность. Меньше. Нет. Просто игра без названия. Жизненная. Вообще вот как бы, если брать ту часть летучего университета, которую мы тянем, как бы, она вся играющая. Вот Водолажская как бы наименее играющий человек из всех играющих. Оценки разнятся. Да. Но тем не менее мы все свои мероприятия проводим игроподобным образом, да? И это будет игра. Но насколько мы способны вообще играть. Но это не оргдеятельностная игра. Отсюда здесь как бы вот и темы такие, да, и группы такие. Ну, Владимир Владимирович, это вроде бы понятно. Тут вопрос в том, что как точнее эти темы, наверное, не сформулировать даже, а как поставить тогда, какие вопросы как нужно поставить. И Ну вот я чего? Чтобы, почему я говорю, что, мне кажется, что то, что вы сказали, это есть содержание, в смысле, вот эти оппозиции должны проявиться, но это не может быть, темой, обсуждаем это или это. То есть надо как-то по-другому тему сформулировать, чтобы в работе над этой темой эти оппозиции, проявлялись. Возможно, они окажутся не оппозициями, мы просто не учли какие-то факторы. Третий, четвертый. Ну, вот понимаете, какая штука? Вот я вчера, да, игрался в игру в Литовском сейме с Балтийской ассамблеей, Nordic Council, Говори Правду, и так далее, да? Я прихожу, точнее, иду с гриппом к этому парламенту, да, и говорю, ну что, Вячеслав Иванович, послушаем правду. Короткевич же стоит в этом самом.
И он мне начинает поливать там, на Короткевич, на «Говорю правду», то, как они собираются Это его раскрутили. перекупить. Болтун, находка для шпиона. Ну, идем, догоняем Калякина в входа. Я говорю, ну что, послушаем правду. Наконец я сажусь там, выпив кофе, сажусь уже в ожидании начала. С Финкевичем что-то мы притираем, и тут подходит Лебедько. Ну как, вот что это самое, как я говорю, ну что, вот нам правду расскажет. Он говорит, ну надо же это остановить. Я говорю, да, конечно, у меня только одна проблема в этом смысле. Какую степень агрессивности надо проявлять, как бы, да? Ой, можно любую, там это самое. Для вас все что угодно. Давай, да. Вот мы тут это самое, уже резолюцию подготовили и так далее, но она на английском я все равно прочитать не могу, это хорошо. Но потом дальше как бы все разворачивается, идет, и можно дискутировать. Что вы думаете? Как бы все выступающие зачитывают свои домашние заготовки. Вот они заготовили, там, надо поднять такой-то вопрос на этом обсуждении. А про него выступающие проговорили, кто вскользь, кто там еще как-то, да, и уже есть отношение к этому вопросу, а они его поднимают. Блин, не важно, что вы говорите, но поднимать вопрос уже не надо. Это другое действие. Или там Карач прислала вместо себя некую девочку, как бы, да. И поскольку эта девочка совершенно не политика, представляет Карач, они ей написали речь. Места для речи нету, дискуссии, значит, девочка получила, и она производит речь. Единственный, кто что-то делал в этой ситуации, был я. Остановивший, болтовню, Короткевич, спустивший там это самое. Потому что, когда я иду туда, спрашивается, что я должен сказать этим идиотским европейцам? Да хрен его знает, что они сами будут говорить. Я должен сыграть свою игру. Да? Но я должен занять позицию в отношении этого. Я должен идти самоопределенно. Скажите, пожалуйста, кто самоопределен относительно игры, которая будет в середине января по запуску школ магистров игры? Кто что делает? Вот я не очень понимаю, например, природы ваших вопросов. Да? Или комментариев. Владимир, Да. я вам объясню природу моего вопроса. Ты кто? Сначала самоопределишь, что Давайте ты я тогда вам объясню понимаешь. природу своего вопроса. Да. Играть на игре – это, действовать там в какой-то ситуации – это одна история. Да. Сейчас мы Да. вроде бы планируем и программируем само пространство игры. Отлично. Тогда вот в этом планировании, программировании пространства игры, каково твое самоопределение? Ты из какой позиции обсуждаешь вот то, что ты обсуждаешь? Я с программистом игры обсуждаю. Точно? Тогда программист игры о чем заботится? Потому что она была. Что делает игру игрой? Правильно, программа. С учетом реалий, с учетом тех людей, Да, которые вот. придут как бы на есть, игру, я считаю, моделирование ситуации, Не надо меня имитация. мотивировать на игру, на самом деле. Мы сейчас другим занимаемся вроде. Да. Ну вот давайте тогда. То, что вы придете и сыграете, я не сомневаюсь. Вопрос в том, что нужно задать это пространство. И вы взялись это делать, Ну, вот а не играть. Да, Просто так- самому. Да. Так вот и давайте. Давайте. Нет, я про вас говорю уже дальше. Вы, когда видите вот такого вот рода программу, проект, вам есть во что сыграть? Вы находите себе место в этой игре? Это первичный вопрос, когда предложена программа. Вот если бы я ее не предложил, тогда можно было бы не обсуждать вот эту часть самоопределения, а оставаться только в виде программиста игры. Да? Но вот теперь определенный такт программирования игры уже сделан. И сейчас вы можете примерить его на себя. Есть ли вам самим во что сыграть? Если нет, не находите себя, тогда опять выходите в позицию программиста игры и давайте начинать новый круг Если обсуждения. сыграть, начиная с второго круга. А тебе что? Первый не запускающий. Ну хорошо, значит со второго заиграешь. Ну,
Да, Владимир Владимирович, можно это А, Б, С обозначить все. Что об этом значит? Ну, ладно. Феминистство, дом, правильно. Хорошо. Значит, Таня с первого шага не запускается. Причем даже не первый шаг, это первый шаг работы группы. У нас первое событие – это установочный доклад. Ну, мы про него, кроме того, что мы установочно, ничего не знаем, поэтому что я могу Нет, только- почему знаю. Ну, мы уже много чего про него знаем. Мы знаем про то, что там должны быть введены категории ЗБР, введена схема шага развития, введено представление об игре вообще и об этой конкретной в частности, и там должны быть введены твои оппозиции, категориальные оппозиции. Вот что мы знаем про установочный доклад. Игровые позиции в рамках групп и внутри групп. Поэтому игра вообще должна запуститься с установочного доклада и размеркования по группам. Не, по мне так вполне играбельная программа. Единственное, что... Ну, а сколько у нас дней там? Не Два. 2/4. Два счета. Установочный Просто- доклад и говорят. Просто получается у нас вот этих первых три... Даже я Полтава считаю, что в последний день это будут доклады. Ну, на все. Да. Просто первых три темы пока сформулированы в проблемном виде, да, как проблемы, как столкновение двух противоречивых установок. Вот смотрите, давайте так. Первая тема нужна просто для взвинчивания индивидуальных страданий и трудностей людей, с этим говном, с которым они пришли, мотивированные в летучий университет, до тем общечеловеческого цивилизационного значения. Вот для чего нужна первая тема. Взвинтить, чтобы от индивидуальных страданий. Не ругайся со мной, не ругайся со мной. У тебя все остальные, как бы, вот они взвинтились, дальше они вошли опять в проблемную тему, и дальше опять в проблемную тему. И при этом у нас как бы времени разобраться с каждой нету, по сути. Больше, чем... 4 шага должны быть в первый день. И получается, ну, как бы, это получается такая техника наскока на проблематизацию, как бы первая, вторая, как бы и третья. И вот к этой третьей теме, что вот, в общем-то, к этой третьей теме, как бы люди должны ну, то есть прийти в какое-то состояние для того, чтобы потом войти в проектирование. Потому что дальше, как бы, это абсолютно проектная тема. И вот меня интересует вот это вот состояние, которого ты пытаешься добиться на там, третьем такте. Ну, после третьего такта. Ну вот смотрите, Ну. значит, я не питаю никаких иллюзий относительно того, что у тех, кто придет к нам слушателям, да, уже развитые метафизические, онтологические, эпистемологические представления об игре, о мире, о самих себе и так далее, и так далее. Для этого мы играем со всем составом летучего университета, пытаемся втянуть туда преподавателей и так далее, и так далее. И преподаватели у нас, между прочим, во все это играют по жизни. Когда мы говорим, вот третья тема, летучий университет, это место бегства и изоляции от мира. Мы строим летучий университет как монастырь или хоспис, или костарь. Или мы делаем летучий университет подразделением Евробеларуси, да, в триаде университет, партия, газета для преобразования Беларуси. Мы богадельню тут делаем для людей, которые не устроены в этой жизни. Или мы делаем революционеров. Это, между прочим, по этому поводу так или иначе размышляют все, кто причастен к постоянному обновлению и построению летучего университета. Ждать ответа на этот вопрос от тех людей, которые сюда впервые придут, я не могу. Ну понятно, Я знаю, что в этой теме, как бы, да, дадут ответ. в этой теме как бы основную первую скрипку играют активисты и первые лица летучего университета. Как они расскажут про летучий университет, так и будут знать это слушатели. Они должны знать, куда они пришли. В хоспис, богадельню. Или в Центр революционных преобразований страны.
И они должны... При этом то, что мы будем врать им на словах, они ведь все равно в это не поверят. Они сделают свое умозаключение по этому поводу. И сделают свои выводы. И они будут это делать в группе, в разных группах. Потом придут на пленарное заседание, где 4 доклада групп будет представлено на эту тему. И они увидят, насколько это все непросто, насколько это все вот здесь вот перекорежено и так далее. Это никакая не проблематизация. Это просто набор элементов для того, чтобы они могли свою зону ближайшего развития обозначить, как они будут здесь жить и что они будут делать вот в этом бардаке, который будет развернут перед ними во всех 4 предшествующих темах. Когда вы смотрите, если Андрей рассуждал так, что три первые темы это мы идем к проблематизации, а потом вот там где это. Нет там на самом деле проблематизации. Проблематизации нету. Нет, Слушайте, ну вот дайте я договорю. Андрей рассуждал так, что Да. мы идем к проблематизации, а потом начинается проектирование. Если вы говорите, что там нет проблематизации, и 4-е это не проектирование, а тоже продолжение бардака, тогда, что там будет про это устройство школы? Проектирование здесь только одно. В конце, 5-е. Себя в этом бардаке. Поэтому Но про этот бардак нужно как можно больше знать. И знать правды, а не вранья, который каждый из нас... Харкевич пригласить. Владимир Да. тогда нужно сформулировать 4-ю тоже как оппозицию. Зачем? Чтобы бардак. Чтобы больше противоположностей. Зачем? Да нет тут оппозиции на самом деле. Зачем? Ну, все же будут говорить, что мы, конечно же, не адаптируемся, мы изменяем. Мы все проектируем и не бежим. Это будет апологетика, в общем-то, и то, и другое. Почему? Ну, потому что- вариант снятия. Во-первых, я не уверен, что все будут говорить одно и то же. Да? Особенно Разными словами. после первой темы. Да? Я практически уверен, нас уже отсеялись все те, кто хотели бегать или адаптироваться. Ничего подобного. Большинство людей, которые сюда приходят, это беглецы. Но они себя не признают такими. Вот послушайте, а вы на что в группах? Вы что будете говорить? Вы будете верить всякой херне, которую они будут говорить про себя? Вы с ними разговаривать будете. Вы умные, уже, подготовленные люди. Мало ли чего они будут говорить. Пусть они говорят, что хотят. Вы, я спрашиваю, вы будете играть? Вы себя как будете там вести? Как менторы и большие ученые? Или вы будете играть с ними во все темы? Если вы будете играть, то тогда, что бы они там про себя не врали, это будет вот как в зеркале, видно в вас. Лично я не могу еще понять, как это можно сыграть. Ну ладно. А устройство школ, что там вообще предполагалось? М? 4-й пункт устройства школ, там вообще по что предполагалось? Но когда они взвинтили тему по первой теме, по первой работе групп, они понимают, что здесь не мелкотемьем, не мелкотравчатостью занимаются, а в общем люди собрались вместе в место, в котором опускаются, в общем, современная проблематика человечества, цивилизационные проблемы университета, мира, войны и так далее, и так далее. И что на второй теме мы в этом смысле от абстрактного представления о проблемах мира, глобального потепления и так далее говорим о том, как индивидуальному простому человеку выстроить свое отношение к этому миру, подчиниться ему, потому что его изменить нельзя, или выстроить себе свою какую-то траекторию. После этого мы говорим, что для принятия человека к такого рода решению про себя нужно проанализировать место, в которое он попал, летучий университет, хоспис или клуб Люденов, Комкон. После этого надо немножко рассказать про то, как это все устроено. Потому что одно дело утопические конструкции какие-то, а другое дело воплощенное в материале летучий университет. Правда ли он соответствует клубу Люденов?
А что сказать? Вы присутствуете там, они с вами знакомятся. Так школа еще это проект, это и не готовая реализация. Игорь здесь Бабков прав на 200%. Интересно, Мы еще не знаем ничего про эти школы, мы их только делаем. Но Игорь Бабков там будет в его школе? Нет. В смысле? Послушайте, ну вот блин. Я буду там, школе в своей будет? школе буду я. И они должны меня видеть в лицо. И знать, Да, чего что от меня можно Игорь ожидать. сам про себя расскажет или что? Блин, покажет. Чего рассказывать про себя? Зачем рассказывать? Вообще перестаньте друг другу рассказывать. Вы только что сказали, что расскажут. Ну, расскажут. Я сам сказал, расскажут, да. Покажут. Вы должны себя показать, летучий университет. Так показывать ты будешь не на 4-м такте, а на 1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 10-м. Это не делай, когда темы. Послушайте, вот, блин, Таня каждый год на проектных сессиях, на летней школе излагает сложные конструкции следующего учебного года, как это все устроено. Это успокаивает. Все спят на этом. Да? Потом она бесится, когда выходит после этого мероприятия и обнаруживает, что никто не усвоил ничего из того, что она говорила. Потому что ни у кого запроса на это не было. Вот эти вот темы, как бы, да, вот эти, перед темой последней, где надо себе рассказать другим, или представить другим план своих действий и жизни в летучем университете, чтобы он был хотя бы минимально правдоподобным. Надо знать, как вот от этого перейти через конкретное устройство. Вот здесь они будут, если я правильно понимаю, как будут разворачиваться, они будут требовать от вас рассказать про устройство летучего университета. Так, летучего Летучего университета. Я назвал эту тему следующим образом. Устройство летучего университета и школ магистров игры. Собственно, то, что их 4 школы магистра игры, первое, что они должны усвоить. Ну, это хорошо. Ну и все. Это они усвоили и из программы, которую они получили Вот при послушайте, открытии. ну не верю я, что они усвоили это из программы. Я опять же вспоминаю все доклады Водолажской про устройство прошлых лет летучего университета. Никто ничего не усваивает. Нет, ну то, что они есть 4, я думаю, что это несложно Ну, усвоить. А дальше, по-моему, про само устройство школ. Сами руководители школ еще не очень знают, Нет, что это Галина такое. Ну и что, что Знаете, не знают. Но как эти я люди, такой которые случай придут, расскажу, они да? должны узнать этих людей. Что значит, вот как, Васю Сидорова знаешь? Нет, не знаю. Ну вот видишь, как бы, да? А я знаю. Да. Но теперь ты знаешь имя Васи Сидорова, но самого Васю Сидорова не знаешь. А ты Вот мне они покажешь. знают, ты должна на него посмотреть собственными глазами. Я должен показать пальцем, вот Вася. Теперь ты знаешь Васю? Теперь знаю, да. Ну правда, ты не съела с ним еще пуда соли там, и так далее. Так и здесь пуда соли за игру вы не съедите с ним. Но вы теперь уже можете с уверенностью сказать, я 2,5 дня провел с этими людьми. Я уже составил себе в представление об этом. Что такое летучий университет? А это вот непохожее Водолажское и Барковский. Значит, такие разные. А там еще где-то маячит виртуальный Бабков. Ну и Мацкевич, который все это, блин, ведет. Как бы. Вот это вот я уже знаю, что такое летучий университет. Я это пощупал руками, я разговаривал, я провел там 20 минут в резком споре с Барковским. Там еще что-нибудь такое. Вот какие-то такие знания они должны приобрести. И Боже, каким ребята. образом эти знания запихнуть в тему устройства школ? Боже мой, вот, блин, вы берете, рассуждаете абстрактно, да, выдергивая тему. Нет, ну, потому что если там я еще хотя бы приблизительно могу понять, как в это играть, то вот здесь я ничего не могу, так сказать. Но вы понимаете, что вот у нас день, 2 дня с небольшим хвостиком. Да. Первый день это установочный Вот доклад. это вот, максимум. да, надо разделить на полтора дня и полдня на доклады и обсуждения. Да, да. Это, грубо говоря, экзамен, и они все это поймут как экзамен с установочного доклада, и для мотивации уже на это будет хватит, блин, выше крыши. Вот теперь, значит, 1,5 дня. Представьте себе, что это надо обсудить в группах,
Да. И потом доклады сделать, Да, пленарное да. заседание. Все очень щільненько. Да. Ну какое устройство вот в эти 15 минут можно представить? Очень грубое. Но грубость не противоречит точности и содержательности. Ну, в этом смысле я понимаю, что в этом месте речь не идет о рассказе про то, как будет работать школа, там, как, Ну конечно. тем более, что группы у нас будут не по школам. Да, да, вот Да, смотри, я бы в этом смысле ставила бы туда, ну, вот тему устройства школы, там, принципы работы школы в летучем университете. Потому что я легенда по школе. Да, и это скорее, ну, как бы, как выворачиваются все предыдущие темы, как они будут выворачиваться в школу. И достаточно, вот не было бы достаточно того, чтобы они знали, что 4 школы магистров игры ничего общего между собой не имеют, все играют в разные игры, и все разные. Ну, и Но я теперь уже знаю, в чем... этом смысле эти школы да. могут быть как-то Карповский нанесены от на карту Дерновича отличает, тех оппозиций, потому что я-то, ну, как бы, я абсолютно не уверена, мне не нравится то, как Владимир Владимирович формулирует эти оппозиции, потому что я бы их формулировала как обе позитивные стороны, они как хоспис и прекрасный принц на коне. Потому что... Монастырь, хорошо, Кастали, это позитивно. Да, то есть... И Хоспис уберите. ну, нет, и в этом смысле я не вижу однозначности тут в решении. Я нигде не вижу однозначности. Ну, Но а вам не хоспис скажешь. все-таки вносит определенность. Да, Почему? нет, говорит, И у вас расставляет хоспис, акцент. богадельня или наша прекрасная... А там никакой однозначности, конечно, абсолютно разные. Альтернативы, хотите помирайте, хотите будьте. Но, между прочим, вот вы все на меня обижаетесь, когда я что-нибудь говорю. Я про себя всегда говорю, да я инвалид, блин. Я лицо с ограниченными возможностями. Да, мне университет, летучий университет, первоначально я строил как хоспис для себя, да. Я хотел в нем умереть. Я орал когда-то в этом самом дурацком Налибокской пуще на этом, да, что я пришел сюда, чтобы умереть в летучем университете. Да, ну, блин, не выдергивайте. Я говорю все как есть. Искренне, блин, и предельно искренне. Может быть, эта искренность даже пугает. Поэтому хоспис мне нравится. Я исключительно позитивный смысл вкладываю в это понятие. А если вы, как бы, чайники, которые пришли в летучий университет, со своими идиотскими предрассудками, не можете понять, насколько хоспис для Мацкевича является позитивно нагруженным мероприятием, то вы идиоты. Отыграли, хорошо. Значит, все-таки мотивация, консолидация. Что? Ну, потому что первая часть, как объяснил Владимир, как я это понял, точнее, это такая гипермотивация. Там каждый пришел со своей мелкой мотивацией. Ну, кто-то там у меня пишет, пришел там, научите меня выражать свои мысли так, чтобы меня понимали окружающие. А мы ему тут говорим, что это хорошо, мы тебя-то научим, там, подучим как-нибудь. Но а вообще тут мы занимаемся, вон, мир двигаем, меняем. Поэтому ты вот можешь включиться, и мало того, что тут научишься мысли формулировать, так еще и как бы мир продвинешь. То есть гипермотивация. Сначала ты откажешься от своей дурацкой идеи, что тебя тут чему-то научат. Тут тебя избавят от предрассудков. Это само собой, но нельзя так говорить в лицо. Да. Ну, я бы говорил, с самой первой встречи их еще на входе, я там говорил, если он говорит, что я пришел сюда получить знания, я отберу у тебя предрассудки. Если он говорит, я пришел сюда избавиться от своих предрассудков, а мы тебе всунем знания. Освободившееся место. Так вы всех разгоните. Играйте где-нибудь, разгоните. Конечно, наоборот. в том числе и для разгона, да. Наоборот. Нам половину, например, из нашей, записавшихся в нашу школу, надо разогнать. Но мы, блин, вежливые люди, не знаем, как это сделать. Разгонится. Мы уже часть на собеседовании будем наконец. Слава Богу. И мы на собеседовании. Ладно. Но через собеседование еще часть людей пройдет и доберется до игры. Естественно. Но они сами потом все начнут отсеивать. Мы не можем полагаться на милость их самих. Мы должны организовать отсеивание. Но я
повторяю, это у нас получается первая часть, это Да. их замотивировать по-хорошему, по-большому, с великой А светлой. потом разогнать. Потом законсолидировать тех, кто остался в живых после этой мотивации, тем, что вот у нас так все классно, летучие, там 4 школы, как это, 4 перста Господа, и потом уже те, кто пережили этот инсайт, тех в ОБЖ, там ОД и на доклад. Правильно я ловил общую идею? Да. То есть сначала замотивировать, потом разогнать, а те, кто не разогнался и выжил, замотивировать снова. Да, ты. Ну, я понимаю, что это следующее. Моя задача прийти и сыграть. А как это будет организовано? Это Подожди, нет как смысла сыграть? обсуждать. Ты же доклад делаешь. Значит, Я не делаю. Как ты делаешь? я сделал вброс. Давайте теперь Подождите, вы сделали вброс, и мы его либо обсуждаем, либо мотивируем друг друга. Я не понимаю, с каких позиций вы обсуждаете. До сих пор я как бы этого не понял. Да? А вы вброс делаете. Исходя из понимания всех проблем, с которыми мы столкнулись, собирая людей на эти школы, исходя из своего, основанного на опыте, представления, что за уроды тащатся в нашу школу, в наш летучий университет, да? С пониманием того, как они привыкли про себя говорить. Я хочу их, разоформить в это их говорение. Я отсюда, исходя из всего опыта, который у меня есть, за прошлые годы существования летучего университета, Евробелоруссии, игр там и прочего, я и понимание того, что невозможна оргдеятельностная игра, я составил креативно, подумав на это, попытавшись свернуть все, что я знаю, весь свой опыт 20-летний в Беларуси, свернуть вот в эти темы. Для того, чтобы Водолажская могла прийти и в это сыграть. Да. Я должен это. Я устал. А вы можете предложить вместо этого свою версию и не рассказывать. Ладно, что-то еще комментировать по этому поводу будем? Ну, понял, так ты снял свое сомнение, что это ты не знаешь, как в это сыграть? Потому что самый главный в конце вопроса остался только в том, можно в это сыграть или нельзя. А что мы только не играли? Наверное, и в это можно. Я еще просто не приноровился как, ну, наверное, придумаю. Не, а что с установочным докладом? Не знаю. Ну, я, честно говоря, не знаю. Ну, что с установочным? Владимир То есть это прочитает, как руководитель школы. То есть это То ты есть сейчас это- решила, что ты не делаешь установочный Я доклад в на прошлый раз такой... сказала, потому А, что, в прошлый раз, но я просто не была. Не, ну и, Оксана, я, если мы таким образом проектируем игру, то, какой я могу установочный доклад? Я могу идти. В смысле, а что проектировали не так? Татьяна предложила свою приблизительно схему. Она здесь чуть-чуть реализована, чуть-чуть нет. Нет, дело не в том, что моя схема не реализована. Ну, просто Владимир Владимирович предлагает цельную конструкцию, которую нужно запустить. Предлагает цельную конструкцию, он только и может ее запустить. Ну, вот и все. Да, Ну, может, если её мы, подразумевать. понимаешь, я не могу сделать доклад на чужой игре, не обсуждая это. Сколько обсуждений у нас не очень получается. Вот. Так, еще раз по группам. Значит, первая группа ищут образцы магистра игры или его контрабразцы. Нет, контрабразцы. Ну, первые две группы. Да, первые две ЧК.
Нет. А вторые будут искать, что такое университет игры, как в нем ЧК и ЧК. взаимодействуют люди. Цель человека, а Да. там взаимодействие. Только исходя из разных Ну, первые будут, как они там якобы взаимодействуют, вторые, как они точно не взаимодействуют, я так понимаю. Ну, чем университет является, либо чем университет точно не является. Видимо, так надо интерпретировать. Ну, нет, ну, то есть, если это по-другому это видел, ну, мне сложно сказать, как это видит. А ты как видел это? Но я видела не в том, что чем является, чем не является, да, а чем является в смысле вот этого ну, накопления там чего-то, да, и чем является как освобождение чего-то, да, то есть это не отрицание, ну, то есть для меня вот это разделение по-прежнему, пока, опять же, я не знаю, что там имеет в виду Маскевич, это вот это разделение между ну, знанием и духовными практиками. Да? То есть, и в этом смысле, как организовано взаимодействие, как ну, знание его там, какого-то ну, вот, осиного гнезда, и как организовано взаимодействие как, ну, не знаю, какого-то другого типа практикования. Но, возможно, я не права. Ну. Понятно, что, например, вот мне играться в магистра игры не очень интересно, хотя бы потому, что я сам не являюсь магистром игры и не собираюсь им становиться. Но вот, чтобы понять второй тип групп, надо понимать, что тут заложено. Ну, мы можем, конечно, придумать, что тут заложено, но... Ну да, я, в общем-то, Я тоже не с трудом, вижу смысла... с трудом понимаю, что мы Либо сейчас мы предлагаем обсуждаем другую зачем. схему и навязываем ее Мацкевичу, либо, ну, как бы, надо с ним разбираться, что тут заложено. Раз мы туда это наложили там. Кто наложил? Тут, видимо, и знает. Так, ладно. Ну, Альтернативное предложение есть? Ну, тогда надо У меня заканчивать, вот ну, есть потому вот что этот самый бессмысленно. полмысли, да, по ходу сообразил, да, вот про этот деятельностный характер игры, да, вот это конкретно. Да, то есть она как бы организуется там, не как традиционные деятельностные игры, то есть по расписыванию там, системы деятельности, деятельностных позиций там, и так далее, да, но там все-таки есть вот этот вот деятельностный залог, который состоит в том, что в итоге игры, по сути дела, должна быть индивидуальная карта для этого студента-слушателя. Да? То есть, по сути дела, он проектирует свой там ближайший шаг или там ближайшую зону. Да? И вот это вот деятельностный, в этом деятельностный заряд, в этом деятельностная ориентация. Ну что? Вот что мне не нравится во всех этих обсуждениях, что это там слушатель что-то проектирует. Скажите мне, а преподаватели ничего не должны спроектировать вообще? Что они будут делать в этих школах? Да. Глядя, между прочим, Это на- самое- Ну, тем более. проблема. Преподаватель, то есть тогда это еще как бы больше Да. усиливает, да, вот эту Да. деятельностную составляющую. Ну, надо меня ничего не делать, ну да, может. Ну, как не сильно деятельностная, да, если ты как бы Ну, проектируешь если свои будет ближайшие планы. деятельность, то деятельностная. Если там будет А? игра, то игра. Вот такая. Не, но, по-моему, Дима говорит, что ну, деятельность проектирования. Ну, то есть, как бы это ж не отрицается тут. Да нету тут никакого проектирования в игре. Мы не успеем ничего напроектировать. Ну, понимаете? Тогда Полтора что, дня не успеем. Дима, тогда что ты имел в виду? То есть, Слушай, ну, как бы я Задача серьезная в этом смысле. Ну, я это имел в самое. виду вот это, понимаешь? это А доклады а просто. мысль в чем? Я тоже не понимаю. Они там делают доклады. Ну, там Ты можешь проектирование. сказать, что игра все-таки деятельностная или что? Да, Нет, в чем твой тезис? Тезис состоит в том, что эта игра как бы не порывает там целиком пуповину деятельностных игр, да, и как бы она вот бездеятельностная или там малодеятельностная, как угодно назови,
только исходя из условий организации, да. Из-за того, что там ресурсов, времени там и так далее не хватает на организацию полноценной деятельностной игры. Вот как бы в чем есть состояние. А? Я не согласна. Почему? Хорошо, можно тогда как-то ее попытаться хотя бы определить, если это не деятельностная, то как бы в чем ее специфика? То есть что здесь положено в качестве основания игры? Ну, вот я вижу основной процесс и фактически основание игры это самоопределение. И это не деятельность. Ну, То есть самоопределенческая игра. самоопределенческая игра. Самоопределенческая, которая начинается с разметки пространства, в котором нужно самоопределиться совместно. Ну, фактически все эти 4 темы это разметка, ну, для кого-то старая, там, для кого-то новая совсем, да, разметки пространства и и начало самоопределения в нем, собственно говоря. То есть через вот это вот мотивирование и прочее. Да, через, ну вот я себе представляла, что смысл вообще нашей всей этой игры это то, чтобы задать, ну, вот, я это уже объясняла, да, какие-то координаты, в которых, в общем, мы должны двигаться все дальше, чуть-чуть потереться в этих координатах друг от друга, ну, чтобы, в общем, ну, как-то понимать, что нужно начинать движение вместе, да. Ну, Таня, там, ну ты какой-то лукавишь, язык. понимаешь? Потому что как бы вот это вот притирки, да, вот эти вот какие-то там коммуникации, да, они нужны только как бы если предполагается какая-то совместная деятельность. Да? Нет, подожди, совместно что-то Зачем там. тереться? Слушай, совместное что-то там. Во-первых, предполагается совместная деятельность. Кроме того, в нашей школе предполагается еще и совместная жизнь. Да? И мне нужно задать координаты этой совместной деятельности. И если я только приду и напишу план занятий, то никакой совместной деятельности там не будет. Не будет. Ну то есть как бы вся вот это вот как бы самоопределение, это как бы деятельностная категория, понимаешь? Почему? Самоопределение потому что уже сказали, это не деятельность. Нет, так это не деятельность, но это деятельностная категория. Она из контекста деятельности. Нету самоопределения вне деятельности, понимаешь? Вообще Нету никакого. А Есть и ценность самоопределение в игре может быть? Культурное, историческое. Да, культурное, историческое самоопределение, может быть, без деятельности самоопределения. Право народов на самоопределение. Опять же. Мы используем его, потому что как бы, мы работаем в антологии деятельности, хотя уже... У нас просто вот такая ситуация. К нам придет человек 30 новых людей, большинство из которых вообще слыхом не слыхивало ни про какой летучий университет, вообще не знает, что здесь происходит, и ориентировано, в общем, на известные формы деятельности. На известные формы там, тренингов, допустим, каких-то там, школ образовательных, в которых они участвуют. И они будут ждать здесь того же самого. В лучшем случае они пришли сюда, чтобы что-то нахватать себе такого, чего бы они могли выучить. И нам надо все вот это вот разношерстный сброд, который пойдет, по большому счету, как-то объединить в учеников и там, слушателей наших школ игры. То есть, по большому счету, мотивировать их на участие в эти школы уже по-настоящему. Не так, как они там записались. Записались они, каждый там, думая вообще о своем фиолетовом. Они не записывали в школу игры на самом деле. Я им пообещал одно, и они пришли на эту красочную замануху. Вы им пообещали другое. В чем я разделяю Танин пафос, это в том, что мы-то тоже, в общем, предложили им школу игры, не предложив школу игры. И вы сами про это говорите, да? То есть точно так же, как они записались неизвестно куда, и мы предложили в каком-то смысле неизвестно что. И в этом смысле, вот, ну не знаю, меня как бы больше даже волнует, ну как это, наша собственная способность как бы разыграть, разметить это пространство как бы самим, в том числе и для себя, а не только для того сброда, который там придет и так далее и тому подобное. Поэтому я почему там возникал со своими предложениями. Поскольку я пока еще не вижу, как эта школа игры вообще вытанцовывается, вообще не вижу. И думал, что может быть за счет этого установочной игры в начале сезона мы хотя бы нащупаем первый шаг, куда двигаться. Я понимаю важность вот этого шага, чтобы люди самоопределились, где-то консолидировались для участия, и чтобы потом с ними можно было работать в другом режиме, нежели в режиме просто вольнослушателей, пришедших на Нет, начало. эту же идею разделяют, да, только подходы к реализации и разметке там этого пространства разные.
да, то есть вы предлагаете сделать это, включить в тематизм игры, да, и по поводу этого там чего-то размышлять. Мне казалось вот как, что если люди сами подключатся, то есть к тому, что они будут делать дальше, если они хотя бы там подключатся к продумыванию этих шагов, им будет интереснее потом это же и делать на практике. Если они уже начали в это играться там, в голове, им будет интересно это проигрывать и в жизни. Нет, А если они закончат, собственно, начав свой игровой мотив только самоопределением, я думаю, чистого самоопределения может не хватить для того, чтобы потом полноценно включиться в какую-то деятельность. Для меня вот это четвертое, это и было, ну, как бы некоторая разметка того, чем заниматься, да. Как это будет получаться, я не знаю, ну, потому что я думаю, что там очень много будет зависеть от того, вообще, в каком мы состоянии дойдем до этого четвертого, этого самого, в каких мы группах будем, что у нас там, ну, как бы, что будет, да. Ну, в общем, ну, для меня это как раз ну, не столько изображение там себя, да, сколько ну, введение некоторых там, ну, не знаю, принципов, там, да, например, как это может быть организовано, уже в связи с тем, что, ну, что вначале получено, да, куда мы двигаемся, как мы это самое, как может быть организовано не в смысле сама конкретная школа, да, а как может быть организовано наше движение в героях, там, которые временно сидят в слоновой башне, чтобы потом выскочить и поменять мир, ну не знаю, там, да. Хорошо, а почему бы нам вместе с ними не обсудить, что мы уже знаем про игру, допустим? Что мы уже знаем про вот, образование нового? Тут Мацкевич прав, что это компетентностное знание, которое тут не надо обсуждать, это надо взять как бы пласт культуры. Просто пока вот получается, там большая мотивационная часть, очень большая мотивационная часть, такая скромненькая еще часть интегрирующая людей, там про устройство школы, вообще про университет в целом. А дальше их обратно выкидывает в индивидуальную эту образовательную траекторию, и вот они ее должны сами для себя сформулировать. Мне кажется, что большая, маленькая – это вопрос этого самого объема, который мы на это потратим. Ну так объем в часах. 3 такта на мотивацию, 1 такт на... Ну, это не мотивация. Ну, я не знаю, для меня, например, там пункт 3, башня и проектные группы, да, это обсуждение Гессовской касталии и как бы хода на это самое. И это обсуждение игры. Ну, там. То есть, ну, я бы на этом примере рассуждала, да. Ну, тогда надо это перебрасывать, что называется, акценты. Но это же будет зависеть от нас, в общем, это невозможно задать, ну, как... То есть мир и человек, герои, лишние люди, как бы, ну, вот для меня хумолюдность... Я пока исхожу из того, что Не Мацкевич обсуждение как бы своими этого пророчествами. самого, а в обсуждении, как бы, не знаю, там, современного там, представления человека, современного человека как бы в мире, там, вот, ну, то есть все эти категории, как бы, игровые, они как бы могут там возникать, если, как это, если они у нас есть, если мы можем ими пользоваться, а не разговаривать про них. Слушайте, а тактом игровым что тут является? Ну, пока темы как бы. Ну, как обычно, вот с утра, допустим... То есть это работа в группах плюс пленарь, да? Наверное, да. Или как? То есть А вообще мы это успеем вот при этих 4 тактах, это ж представляете, как надо? И положить на бумажку. Это надо час на обсуждение, еще час на пленар, час обсуждения, час пленар, час обсуждения, час пленар, это уже 8 часов только так вот, навскидочку. А при всех затягиваниях... Ну, это как бы ладно. Ну, Без обсуждения пленара, да? Обсуждение пленара. может за счет того, чтобы сократить какие-то из этих тактов? Слушайте, что сейчас поставить, положить на бумагу и посмотреть, посчитать и посчитать? Нет, так что считать, если уже видно, что перебор? Где тут перебор? Где тут перебор? Это происходит вечером. А это понятно. 3 в один день. До обеда вот это и после обеда вот это. Все успевается. Вы считаете, что мы успеем Да. вот эти 2 такта Два такта в последний день. за последний день до 12 часов? Почему до 12, до вечера? Потому что в воскресенье, вторая половина дня, когда уже все разбегаются, всем надо срочно куда-то бежать, и которые будут... Вы про себя сейчас или про кого? Я Про про воображаемых людей каких-то. Ну, если мы... Это из опыта участия во всех проектных сессиях и играх летучего университета. Да никто не... Ну, разбегутся, значит разбегутся. Ну тогда мы, как бы, нам нечего считать 2,5 дня. Ну, в смысле, 2 с хвостиком, надо считать тогда меньше, чем 2. Ну,
Зачем вообще делать перенасыщенную программу, если лучше, например, сделать программу... Зачем вообще мы сейчас обсуждаем программу игры, которую собирается как бы делать Мацкевич без Мацкевича? Ну да. Я, честно говоря, не вижу в этом ни малейшего смысла. Он сказал, что ему потом... Нет, сообщить. смысл есть, Разговор такой, либо есть если как бы, действительно, альтернативный другая вариант. версия, которую как бы нужно обсуждать как другую версию. И тогда как это у нас Ну, возникает, конечно, у нас нет, у нас никто не возникает своя готовит. игра, как бы с тем, как бы, какую игру мы будем реализовывать. Либо как бы мы собираемся в следующий раз и обсуждаем дальше программу этой игры с руководителем игры. Ну, иначе это, по-моему, бессмысленное занятие. Особенно если мы начинаем спорить про время и, в общем, ну, как-то граничные условия. Ладно, на коленке сейчас все равно никто ничего не предложит. Если кто-нибудь созреет, значит предложит альтернативную версию. Еще у меня такой был вопрос. Это игра неуродительностная, но вообще здесь предусмотрена фигура игротехника? Я думаю, что нет. Но мы это в прошлый раз немножко обсудили, что... Ну, да, это, скорее всего, То есть самое. такого Скорее, типа это- модератора игротехника не будет? Я думаю, что это, ну... Каждая группа работает каждая сама на группа своей сама. Ну, этаже. потому что если мы начинаем вводить игротехников, то мы выбиваем часть просто игроков, ну, типа активных. Ну, потому что это Не, ну, можно же игротехника взять из тех, кто не собирался, допустим, активно Ну, участвовать. у нас нету таких. Ну, я не знаю, ну вот, например, тот же Егор, вряд ли он собирался, наверное, активно участвовать. Нет? Чего это вдруг? Почему? Ну, потому что он как-то все время так дистанцировался от университета, как той части, которая его меньше интересует по сравнению с той частью, которая он... Как это, методологическую школу точно так же, как там я, Дима, как бы он такой же участник этого процесса. Даже больше. Ну, я Он на самом- собеседование Я ведет, про его... еще к тому же. Я веду, не надо. А я не веду. Я про его самоопределение как бы не знаю по поводу этой игры, но у меня нет никаких оснований как бы считать, что он Будет играть он, короче, не как станет минимум. как бы в ней участвовать или что он от чего-то дистанцировался. То есть вы считаете, лучше все-таки так, чем выбирать 4 игроков? Ну да. Ну, я думаю, что у нас уже достаточно опыта, Либо вот играющие игротехники? да, играющие тренера. Тут бы да, тут без игротехников из игротехников выбивать. Ну, тогда тоже действительно нечего больше обсуждать. Если будут альтернативные варианты, значит их озвучат в письмах или еще каким-то образом. Если нет, значит в следующий раз возвращаемся к этому предложению. Хорошо.